В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня мы говорим о том, что происходит в Армянске после того, как местные власти аннексированного Крыма наконец признали превышение норм вредных веществ в воздухе и даже начали принимать соответствующие меры. Насколько опасно это превышение, почему из Армянска эвакуируют детей, есть ли угрозы для других регионов Крыма и как можно защитить свое здоровье. Все это мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, как уже было сказано ранее, крымские власти наконец-то признали превышение норм вредных веществ в воздухе в Армянске. Соответствующее заявление в эфире одного из крымских телеканалов сделал подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов. Давайте послушаем. В результате сегодняшнего утреннего совещания мной, первое, по согласованию с руководством завода «Титан» принято решение на 2 недели остановить завод «Титан». Руководство предприятия поддержало данную инициативу, все делается по согласованию. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме. В предупредительных целях, при том, что четко, ясно, ответственно заявляю, здоровью и жизни граждан ничего не угрожает. Однако, для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска, школьного, дошкольного возраста, дошкольного с мамами, в данном случае объявить каникулы и отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счет государства. Итак, такое заявление сделал Сергей Аксенов, однако самое интересное, что несмотря на то, что проблемы и в Армянске с загрязненным воздухом, с выбросами кислоты фактически, этот воздух уже длятся достаточно давно, ранее подконтрольные Кремлю местные власти говорили о том, что никакого превышения вредных веществ в воздухе не было. Давайте послушаем цитату заместителя руководителя по межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрия Крутикова. Совместно с Центром гигиены-эпидемиологии был произведен отбор проб вчера в дневное время, в ночное время на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. Все результаты, по результатам лабораторных исследований, все результаты не превышают концентрации, предельно допустимых концентраций и соответствуют гигиеническому нормативу. Итак, вот такие слова Дмитрия Крутикова. Мы же попытаемся выяснить, что на самом деле происходит в Армянске. На связи у нас Светлана, жительница Армянска, бывший работник крымского «Титана». Светлана, здравствуйте. Да, доброе утро. Вот смотрите, местные власти говорили ранее, буквально несколько дней назад, вот это заявление Крутикова, оно было, если не ошибаюсь, от 3 сентября. Что-то случилось в Армянске за это время, что действительно было зафиксировано на следующий день превышение норм вредных веществ в воздухе? Я могу сказать, что мы почувствовали какое-то в воздухе что-то непонятное. Это было 24-25 число. Вот первый раз обратили внимание, что что-то происходит. Естественно, сразу же начали грешить на завод. И так как осталось у меня много знакомых, мы начали спрашивать: скажите, пожалуйста, что там, произошла авария, что-то случилось? Нет, все работает в штатном режиме, никаких проблем нет, все происходит хорошо, все нормально. Но с каждым днем становилось все хуже. Если первые дни был такой сладковатый привкус во рту, то потом резкий запах кислоты и то, что мы обратили внимание, я прожила в Армянске практически 50 лет, с 69-го года. Никогда такого не было, чтобы на руках, на железных поверхностях черный маслянистый налет.
То есть, Светлана, это беспрецедентный случай для Армянска, я так понимаю. Да, то, что завод периодически, когда идет процесс разложения, все равно идет какой-то выброс. Кислота чувствуется, но она чувствуется вот на территории завода. Иногда, если поворачивался ветер, можно было почувствовать в селе Перекоп, ну или доходило до Армянска, но это как люди, которые работают на заводе, и вот у них уже носоглотка к этому чувствительна, они ощущали, было заметно, но не настолько, как вот такой случай прецедентный. И по городу сразу же поползли слухи. Все это было, люди друг с другом шушукались, каждый начал высказывать свои вот какие-то версии. Версий было очень много, но при этом руководящие и вот горосполкома, тоже у меня там есть знакомые, они всех уверяли, что все хорошо, все спокойно. А симптомы появились разные. Вот у меня сразу же начало хватать на глотку. У моей подруги жуткая головная боль. У другой появилась какая-то странная сыпь на теле, вот типа крапивницы, раздражения. Поэтому люди начали обращаться. Естественно, в социальных сетях каждый писал, каждый что-то говорил и разговаривал друг с другом на улице. Все равно же все общаются. Светлана, скажите, пожалуйста, а вы какие-то меры принимаете для того, чтобы бороться с вот этими недомоганиями, которые вызваны выбросами? Это вот все, что сейчас в такую жару, в такую погоду. Закрыли окна, влажная уборка, меньше выходишь на улицу, но все равно приходится и в магазин выбегать. Ну и вот эти вот медикаментозные средства, где помазать нос оксалиновой мазью, чисто полоскание, аква минерали есть такая вот вода, побольше пить. А так мы же, друг другу советуем, давай оденем брюки, давай оденем рубашечку с длинным рукавом, чтобы меньше это попадало на тело. Но все равно люди, которые работают, вынуждены выходить. И вот это вот, что самое ужасное, по городу уже гуляли дети. 1 сентября выгнали на линейки, дети в садики ходят. И уже когда ситуация вышла из-под контроля, только тогда обратили внимание, вот местные власти начали приезжать и какие-то делать. Вот скажите, пожалуйста, вот опять-таки я вернусь к вопросу. Вот в последние дни действительно есть какое-то ухудшение ситуации? С чем, по вашему мнению, связано то, что вот долгое время эта ситуация замалчивалась, фактически провели 1 даже сентября линейки, и только сейчас, только 4 числа решили схватиться за голову? Может, был какой-то еще один выброс, или, по вашему мнению, действительно увеличилась концентрация этих веществ? То есть это как-то ощущается самими жителями города? Выбросы, завод активно, видно прям сильно, и поменялся ветер. И когда поменялся ветер и пошел на город, вот здесь уже просто умалчивать и скрывать. И все-таки я считаю, что то, что граждане начали поднимать, везде писать, везде обращаться, в конце-то концов, многие, вот у нас рассказывают, кто ходит через границу, допустим, вот прошлую пятницу русские посты были закрыты, они все одели респираторы, начали предупреждать, говорить, что смотрите, что происходит. Вот, поэтому, да, ухудшение почувствовал, слишком много начали жаловаться. Что ж, Светлана, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами была Светлана, жительница Армянска и бывший работник крымского «Титана». Напомню, что именно это предприятие и стало источником вредных выбросов в воздух в Армянске. Долгое время местные власти говорили о том, что это не крымский «Титан», подозревали даже другие предприятия, однако вот в последние несколько дней таки стало известно, что это крымский «Титан», предприятие по инициативе подконтрольного Кремлю главы крымского правительства Сергея Аксенова сейчас остановлено. Напомню, что в соцсетях крымчане пишут о том, что последствия выбросов ощущаются не только в Армянске, но кое-где жалуются на это и в других регионах Крыма. О превышении норм вредных веществ сообщают и в украинской госпогранслужбе. Напомню, что 3 сентября около 15:00 пограничники Херсонского отряда обнаружили химические вещества в воздухе. Об этом сообщает помощник главы Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Фейсбуке. Жалуются на проблемы после выбросов и в селе Перекоп. Давайте послушаем то, что говорят местные жители. Буквально за 2 дня все сгорело, абрикосы, все. Все в маслянистом покрытии. Мы не знаем теперь, вот кушать нам это все или не кушать.
Как нам быть? В огороде там все попропадало, все вообще. Листья все как будто... У нас вообще деревья полностью все облетели. Все ржавеет, Листья всё это. все в какой-то маслянистой гадости. Мальчик мой погулял вчера, вот тут вот вышел, буквально 5 минут походил, зашел домой, я ему начала мыть ноги, вместе шелушиться, смотрю, вместе с кожей смывается вот этот весь налет, который он натоптал себе на ножки. Теперь не разрешаю никому. Итак, мы продолжаем наш эфир. К нам в нашей беседе присоединяется Александр Бурейко, глава Чаплынской районной госадминистрации. Александр, здравствуйте. Доброго ранку. Благодарю, что связались. Скажите, а в Чаплынском районе также ощущаются последствия выбросов на Крымском Титане? Як сказати, наслідки викидів ми на собі відчуваємо постійно, особливо зона в Красиваші, це село Першокостянтинівка, мабуть, з початку діяльності заводу з виробництва діоксиду титану. Стосовно останніх подій, так, десь приблизно в районі Дня Незалежності відчувались певні симптоми багатьох людей. Але я ж вам кажу, що враховуючи, що у нас ця ситуація час від часу повторювалася, то особливого ажіотажу не було. А він з'явився зараз, коли пішло в засобах масової інформації про цю подію маса різних пояснень, экспертов так званых и так далее. То есть, Александр, ну просто вот только что мы общались с бывшей работницей Крымского Титана Светланой. Она говорит о том, что это беспрецедентный по уровню, по крайней мере, на ее памяти, она достаточно долго живет в Армянске, случай. В Чаплынке, я так понимаю, это не ощущается так сильно? Или же, по крайней мере, нет каких-то данных, которые дают возможность говорить о том, что это что-то экстраординарное? Я правильно вас понял? Цей випадок дійсно безпрецедентний, тому що такої події з випаровувачем, кислотонакопичувачем, мабуть, ще не було. Але я взагалі про вплив заводу. Ми його відчували постійно. Негативний вплив заводу ми відчували постійно, але не могли ніде його довести, вони не могли спростувати. От приблизно так. Стосовно того, що в Чаплинці відчувалося, десь були в кінці, середини 20-х чисел, я був 25-го особисто на Присиваші в Григорівці, виїжджав туди ближче до Сиваша. Тоді ми ще якби не знали повноти картини, але те, що певні симптоми, наприклад, першення в горлі і слабкість не у всіх, але у багатьох людей відчувалося. Я чув, бачу. Александр, расскажите, а что можно предпринять местным жителям для того, чтобы максимально уберечь себя? Вот и предпринимает ли какой-то местные власти какие-то действия для того, чтобы обезопасить население? Щодо самоврядування організаціям, установам розіслана факсограма з рекомендаціями. Що краще? Це треба було робити. Якби ми знали ситуацію по Титану раніше, знаєте, як окупаційна влада приховувала справжні масштаби подій, це вже ми як наслідки відчули на собі. Обов'язково при нагоді, по можливості зменшувати перебування чим ближче до межі закупованої території та вулиці взагалі. Це саме перше, це головне. І при відчутті певних симптомів, як то слабкість, першіння в горлі, очі можуть сльозитися, звертатись до лікарів. Угу. Александр, вот напоследок еще один вопрос. Скажите, вы говорите о том, что, в принципе, ощущаются негативные последствия постоянно, а врачи объясняют, чем это грозит в долгосрочной перспективе? То есть, по большому счету, если есть какое-то негативное влияние на здоровье, то оно должно было приводить к каким-то заболеваниям. Есть ли какие-то вещи, которые, вот, например, чаплынские медики объясняют именно влиянием крымского титана? Я вам скажу, можливо, для вас дивні речі, але відслідковуючи статистику, а я займаюся цим близько 10 років питанням впливу титану, середньо в Присиваській зоні, наприклад, середньо по району захворюваність по онкозахворюванням і дихальних шляхів. Чим це пояснити, що немає такого чітко вираженого збільшення? Та тільки тим, що люди не звертаються.
Необхідне запровадження державної системи моніторингу в зоні впливу ПРАТ «Кримський титан», що буде зачіпати кілька напрямків, крім того, що постійний аналіз, моніторинг повітря, ґрунту, води, дослідження проводити майже в обов'язковому порядку. Медичні обстеження проходять люди, які живуть в зоні впливу заводу. Тільки тоді багаторічне, я так думаю, це не місяць, це не півроку, мабуть, навіть не рік досліджень може дати об'єктивну картинку. Что ж, Александр, я благодарю вас за ваши комментарии. На связи с нами был Александр Бурейко, глава Чаплынской районной госадминистрации. Мы же продолжаем говорить о ситуации в Армянске, в прилегающих к городу регионах. Ситуация, как вы помните, связана с выбросами вредных веществ в воздух в результате деятельности крымского титана. Напомню, что подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов рассказал не только о том, что власти наконец признали эту проблему, он также заявил о возможных решениях проблемы. Давайте послушаем, что говорит господин Аксенов. Как только печи полностью потушат, делаем еще раз анализ обстановки. То есть смотрим, нам, в принципе, мнение Роспотребнадзора и МЧС и у коллег, что как только затушится все, реально ситуация должна улучшиться. То есть объем кислоты, который попадает в этот водоем, все равно уменьшится, так или иначе. При этом способов ликвидации на сегодняшний день этой ситуации всего два. Первый, то есть закачка воды с Киркиницкого залива в данном случае, если она по химическому составу подойдет, поскольку там хлориды содержатся, если там будет количество хлоридов превышать там допустимые нормы, мало того, возможность вступления в реакцию, это уже я словами специалистов здесь уже, тех, кто был разговаривать, может быть какие-то, то есть как бы реакция, то есть непрогнозируемая. Вот сегодня к вечеру буквально там должны быть результаты анализа воды, если эта вода подходит, тогда да, вариант строительства трубы, возможно ее построить там в течение 2 месяцев без конкурсов, процедур, то есть как бы все, деньги на это есть здесь. Не вариант, 1000, если мы кидаем, 60 тысяч кубов в сутки мы сможем перекачивать. При этом, конечно, для того, чтобы дать хотя бы 15 миллионов кубометров, вы сами можете посчитать, 1 800 000 кубов в месяц, при том, что она еще испаряться будет, и часть уйдет в почву, все равно, потому что почва сухая, все равно она примет сразу на себя какой-то объем воды, займет достаточно длительный срок. Итак, вот такое заявление сделал Сергей Аксенов, подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма. С нами на связи Владислав Болинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Владислав, здравствуйте. Да, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот как вообще подобные выбросы могут воздействовать на организм человека? Какие вредные могут быть последствия? Вот, например, Александр Бурейко, только что глава Чаплынской районной госадминистрации, говорит, что вот 10 лет мониторинга статистики, там, например, не показали роста онкологических заболеваний, хотя это может быть связано с тем, что люди, например, просто не обращаются. Есть ли какие-то угрозы, которые могут вызвать подобные выбросы, как мы видим в случае с крымским титаном? Дело в том, что необходимо четко понимать, о каком веществе идет речь. И насколько я знаю, но похоже, что это сернистый ангидрид. Потому что то, что говорит господин Аксенов, крайне сомнительно вообще звучит по поводу хлоридов и так далее. То есть здесь четко видно воздействие кислотной составляющей, окислителя на металлические поверхности и так далее. То есть это может быть либо серный, либо сернистый ангидрид. И, скорее всего, что это сернистый ангидрид. Опасно ли его воздействие? Конечно. Дело в том, что для любого вещества есть, скажем так, установленные предельно допустимые концентрации. И, скажем так, степень вреда на организм зависит от концентрации содержания этих веществ в воздухе. Дело в том, что данное вещество является достаточно сильным окислителем, поэтому при уже концентрациях выше 0,5 миллиграмма на метр кубический воздуха вызывает достаточно серьезные уже симптоматичные такие реакции и может приводить к целому ряду заболеваний, причем фактически уже через несколько часов воздействия, такие как
воспаления различные, химические ожоги слизистой оболочки, это в первую очередь. И об этом как раз люди говорят, о том, что появляется кашель, слезятся глаза и так далее. Это первые симптомы подобных заболеваний. Если концентрация достаточно высокая, то, в принципе, возможен паралич органов дыхания и смерть. Но в данном случае, насколько я понимаю, речь идет о более низких концентрациях, поэтому мы вот видим такую симптоматику. И есть, конечно же, эффект, связанный с накоплением, то есть такой вот, который со временем может на человеке, потому что данный является еще и к тому канцерогенным и токсическим веществом. То есть все-таки онкологические риски в связи с такими подобными выбросами также существуют? Владислав, вы на связи? Я прошу прощения, у нас, кажется, один из наших спикеров сорвался. Мы продолжаем говорить о ситуации в Армянске. Как мы видим, наш предыдущий спикер Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова, заявляет о том, что кроме краткосрочных рисков подобных выбросов есть и долгосрочные, поскольку сернистый ангидрид, о котором говорил господин Аксенов, обладает, по его мнению, канцерогенными свойствами. Буквально через несколько секунд к нам присоединится Алексей Водовозов, российский врач-токсиколог и научный журналист. Я же хочу напомнить нашим слушателям, что речь идет о ситуации в Армянске, и я предлагаю послушать жалобы жителей самого города Армянска. У нас есть запись их слов, давайте послушаем. Задыхаться мы стали, нос вот першил, в горле першило, нос пек. Все вчера, когда начал ветер сюда, часов 8 вечера. Не знаю, что это было, но у меня все горло обожгло. И я сегодня устала, и у меня дискомфорт какой-то. Ну, не знаем, что-то он обсыпал, а буду тоже в больницу идти. Итак, если у нас есть звонки слушателей, я прошу наших коллег включить их. Просто говорят, что буквально еще несколько минут тому назад было достаточно большое количество слушателей, которые хотели рассказать о происходящем, в том числе и в самом Армянске. Я напомню, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов вчера признал проблемы с выбросами вредных веществ в воздух и заявил о том, что в связи с падением ночной температуры и, соответственно, увеличением дневной предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. Несмотря на то, что жители Армянска жаловались на проблемы еще начиная с 23-24 августа, как мы выяснили сегодня в эфире, только 4 сентября крымские власти решили признать эту проблему. И вот цитирую Аксенова. Сегодня утром общался с руководителем Роспотребнадзора Российской Федерации Анной Поповой, и было проведено совещание. Прибыли рабочие группы из всех контрольных ведомств, и по согласованию с руководством «Титана» принято решение на 2 недели приостановить производство завода, а также будут эвакуированы дети. У нас снова на связи Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. Владислав, у нас осталась буквально минута, и поэтому я вас прошу, вот что вы посоветуете жителям делать Армянска и прилегающих районов, чтобы обезопасить себя? Ну, конечно же, основной совет, если продолжаются такие выбросы, конечно же, надо, скажем, покинуть зону поражения, ну, либо не выходить на улицу и каким-то образом в замкнутом помещении обеспечить нормальный воздух внутри, поскольку этот газ тяжелее воздуха, и он стелется фактически по низу, заполняя как бы нижние такие ложбинки и овраги, вот так распространяется. И Владислав, я вынужден прервать вас. Время нашего эфира стремительно подходит к концу. Напомню, на связи с нами был Владислав Балинский, химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова. В студии с вами был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы говорили о ситуации в Армянске. Услышимся.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. На материковой Украине не обнаружено превышение содержания химвеществ в воздухе. В Киеве пикетировали Генпрокуратуру. В Ялте позеленела вода в реке Дерекойка. Сейчас подробнее. Превышение концентрации химических веществ на материковой части Украины вблизи админграницы с аннексированным Крымом не обнаружено. Об этом Крым Реалии сообщила представитель Минздрава Украины Наталья Кононенко. По ее словам, ситуация постоянно обновляется и может измениться. Это связано с движением воздушных масс. Сейчас в сторону населенных пунктов на территории материковой Украины, которые могли быть потенциально поражены, ветра нет, сказала Кононенко. Накануне из Армянска вывозили детей. Выбросы токсических веществ произошли в ночь на 24 августа. Генпрокуратуру Украины пикетировали в годовщину смерти поэта Василия Стуса. Активисты требовали обнародовать результаты расследования антиукраинской деятельности политика Віктора Медведчука, передает Пятый канал. Ми знаємо, що проти Медведчука і проти українського вибору накладені американські санкції, санкції Австралії, де вони чітко говорять про те і звинувачують Медведчука і український вибір в посяганні на територіальну цілісність України і на пропагуванні сепаратизму. В начале августа разгорелся скандал после того, как стало известно, что из фильма об украинском писателе-диссиденте, который должен выйти на экраны в следующем году, удалили все упоминания про Медведчука, который был адвокатом в суде над Стусом. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о выдвижении кандидатуры голодающего в российской колонии Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Документ уже направлен на рассмотрение руководства парламента. Текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока нет. Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 115 дней. После многочисленных жалоб жителей Ялты управление Роспотребнадзора в городе инициировало проверку позеленения воды в реке Дерекойка, сообщает корреспондент Крым Реалии. Предполагаемое место загрязнения находится на отрезке реки Бабу от района медучилища до футбольного поля на улице Кривошты. Выше этого отрезка речная вода не окрашена в зеленый цвет. 3 сентября сотрудники Центра лабораторных и технических измерений Минприроды аннексированного Крыма отобрали пробы воды. О результатах не сообщается. Сегодня в Крыму по прогнозам до 30 выше 0 будет сухо. В районе Чонгары и Новоалексеевки плюс 26 и также без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым Реалии. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 килогерц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Итак, украинский президент Петр Порошенко предлагает изменения, точнее, он рассказал о работе над изменениями в Конституцию относительно Крыма. И, собственно, какие изменения в Конституцию по полуострову предлагает Порошенко? Есть ли шанс, что они будут приняты Верховной Радой? И поможет ли новый конституционный статус Крыма освобождению полуострова? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. На встрече с лидерами фракции в Верховной Раде 3 сентября президент Украины Петр Порошенко рассказал о работе над изменениями в Конституцию относительно Крыма. По словам Порошенко, после принятия изменений относительно внешнего курса государства будут разработаны изменения относительно аннексированного Россией Крыма. Глава государства не уточнил, какие конкретные шаги он имеет в виду, но добавил, что в ближайшее время будет создана конституционная комиссия в связи с предстоящими изменениями
премии по АРК. Президент также добавил, что представители крымских татар активно участвуют в разработке изменений и призвал народных депутатов также принять участие в этом процессе. Напомню, что ранее рабочая группа Конституционной комиссии Украины, которая разрабатывает поправки и дополнения в основной закон в части Автономной Республики Крым, презентовала текст предлагаемых изменений и приступила к обсуждению документа. Разрабатывать этот документ группа начала в прошлом году. Речь идет именно о поправках в Конституцию относительно статуса Крыма после деоккупации. И изменения предполагают право коренного народа полуострова крымско-татарского на самоопределение на своей родине в составе украинского государства. Рабочая группа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в 10-й раздел Конституции Украины об Автономной Республике Крым еще в ноябре 2017 года. Мы поговорим буквально в ближайшее время с нашими спикерами Юрием Чижмарем, членом Конституционной комиссии Украины, Арсеном Жумадиловым, советником главы Меджлиса крымско-татарского народа, и украинским политологом Валерием Дымовым. Я же напомню, что это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте темы программ, также в Фейсбуке не забывайте. Заходите на сайт Крым Реалии, там есть наши материалы и можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Итак, мы продолжаем наш разговор о предстоящих изменениях в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым. К нашему разговору присоединяется Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте. Доброе утро. Прежде чем мы перейдем к разговору, я бы хотел, чтобы мы послушали мнение Петра Порошенко про крымско-татарскую национальную автономию, о которой он заявил несколько месяцев тому назад. Его спросили, собственно, какими будут изменения в Конституцию, и таков был его тогда ответ. Давайте послушаем. Я не бачу пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернувся до Конституційної комісії для того, щоб вона провела публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримує ці. Вот так вот ответил тогда на вопрос журналистов украинский президент Петр Порошенко. И в связи с этим у меня такой вопрос к нашему спикеру Арсену Жумадилову, советнику главы Меджлиса крымско-татарского народа. Вот смотрите, Арсен, получается, что рабочая группа закончила готовить изменения и дополнения в 10-й раздел Конституции еще в ноябре 2017 года, однако даже несколько месяцев тому назад Порошенко еще не знал о том, как выглядят эти предложения. Вот что известно об этих предложениях на данный момент, и как они выглядят, и могли бы рассказать нашим слушателям? Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, по состоянию на сегодня, если подобный вопрос будет задан президенту государства Петру Порошенко, то он уже не скажет, что он не видел эти изменения, потому что он их видел. И даже более того, по той реакции, которая была у него на предложенный текст, и которая была им высказано Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову, мы понимаем, что он эти изменения поддерживает, и текст, который рабочая группа предложила, его устраивает. Это что касается текста. Теперь, что касается дальнейших действий в этой связи, да, действительно, в ноябре еще был подготовлен этот текст, потом длительное время рабочая группа не могла собраться по странным, как по мне, причинам, но не будем в них углубляться. В любом случае, в апреле она возобновила свою работу. В апреле-мае рабочая группа доработала текст. Она, соответственно, в мае, еще к годовщине депортации крымско-татарского народа 18 мая, текст был уже готов.
Это первый пункт. Второй пункт, который был реализован, это законопроекты, которые развивают положение норм предложенных изменений. Их два. Это законопроект о статусе крымско-татарского народа и это проект закона о коренных народах в Украине. По состоянию на сегодня мы имеем 3 документа, все они готовы к рассмотрению Верховной Радой. Это проект изменений в Конституцию в части раздела 10, и это 2 проекта закона о статусе крымско-татарского народа и о коренных народах в Украине. Теперь, что касается, это формальная часть. Что касается, каким образом будет оно происходить, на самом деле это большой вопрос, потому что Конституционную комиссию мы надеялись увидеть созванной еще в мае, затем мы надеялись ее увидеть созванной в июне, а затем в конце августа. Сегодня мы находимся в сентябре, и мы не знаем, когда будет она созываться. Арсен, вот я о перспективах принятия, во-первых, вначале Конституционной комиссии, а потом и парламентом я хотел бы поговорить чуть позже. А вот все-таки о чем идет речь в этих предложениях? Какие изменения самые важные будут носиться в упомянутых вами не только изменениях Конституции, но и законопроектах? Главная философия вот того, что предложено, основывается на понимании того, что статус крымской автономии черпает свою особенность в праве крымско-татарского народа на самоопределение. От этого отталкиваемся, то есть отталкиваемся от права крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине и в Крыму. Мы говорим о том, что самоопределяется крымско-татарский народ таким образом, что мы хотели бы, чтобы наш язык, крымско-татарский язык, в крымской автономии использовался на уровне с государственным языком Украины. Мы понимаем, что языки, когда их не поддерживать, если они находятся в положении, скажем так, уязвимом по отношению к другим более сильным медиакультурам и пространствам. Сейчас я имею в виду, что все мы находимся под влиянием русскоязычной среды и русскоязычной культуры. Так вот, если не защищать украинский язык, если не защищать крымско-татарский язык в Крыму, соответственно, эти языки, они находятся под угрозой вырождения и исчезновения. В частности, мы говорим о крымско-татарском языке. Первый пункт – это крымско-татарский язык. Второй пункт – мы говорим, если мы признаем, что депортация крымско-татарского народа в 1944 году и та политика, которая затем проводилась советами по отношению к крымским татарам, это был геноцид против крымско-татарского народа, это было преступление, то мы говорим о том, что давайте включать компенсаторные механизмы для того, чтобы возобновить статус-кво, то есть то состояние вещей, которое было в Крыму до того, как. Так вот, до того, как в Крыму крымских татар было около 35%, и мы говорим, давайте мы заложим гарантированное представительство в парламенте Крыма на уровне 34%, то есть 1/3, по сути, мест в крымском парламенте. С одной стороны, это не нарушает принцип того, что коалицию формирует демократически избранное большинство, и большинство в Крыму, мы понимаем, это русские, это украинцы, евреи и другие национальности. Они формируют это большинство, но при этом наше меньшинство, оно будет уже не маргинальным, как это было всегда до этого, например, 5 депутатов из 100 или 7, а их будет 34 как минимум, соответственно, это будет реальное действенное меньшинство. Следующий пункт. Мы говорим о том, что Курултай и Меджлис крымско-татарского народа должны получить законодательно закрепленный, конституционно закрепленный статус для того, чтобы коллективные права крымско-татарского народа могли быть кем-то защищены тем, кто имеет мандат на представление всего народа. Соответственно, мы говорим о том, что разрабатывается определенный функционал для Курултая и Меджлиса, с которым или в рамках которого они будут взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления в Крыму.
Мгм. Если вот так. Арсен, да. то есть я понял, есть условные три кита этих предложений в Конституцию и законопроектов. Это защита языка, гарантированное представительство в местном парламенте и конституционный статус Курултая. Давайте пройдемся по каждому из пунктов. Вот смотрите, когда мы говорим о, скажем так, о правах крымско-татарского языка на уровне государственного, это будет закреплено на территории, условно говоря, всего Крыма, или же на определенных территориях, там, я не знаю, как это будет называться в этих документах, то есть на территориях, где проживает, там, иногда их называют местом компактного проживания, вот, условно говоря, в тех районах, где крымские татары составляют большинство. Смотрите, это очень правильный, хороший вопрос, который у нас был поднят буквально на одном из первых заседаний рабочей группы. Самоопределяются ли крымские татары на территории всего Крыма, либо же мы вот начинаем придумывать вот эти советские лекала, или точнее не придумывать, а возрождать советские лекала, по которым краилась карта Крыма, когда были условно татарские районы, немецкие районы, еврейский район и так далее, и так далее. Дело в том, что крымско-татарский народ и крымские татары в целом, да, они исторически сформировались на территории всего полуострова. И весь Крымский полуостров для нас это наша родина. Соответственно, все те нормы, о которых я говорю, они будут распространяться на территорию всего Крыма, вне зависимости от того, какое процентное соотношение крымских татар в том или ином населенном пункте или в той или иной административной территориальной единице. Угу. Что ж, это важное замечание. Второй вот мой вопрос, он будет касаться вот гарантированного представительства в парламенте. Скажите, а каким образом это будет в избирательной системе, условно говоря? То есть, условно говоря, если я украинец или русский, я тоже голосую за крымских татар? Или ну вот как это будет происходить? Вот как будет гарантироваться 34% чисто механически? То есть крымские татары голосуют за крымских татар, или у меня есть несколько списков там. Вот я понимаю, что это достаточно наивный вопрос, но... Это абсолютно нормальный вопрос. Кстати, вот что удивительно, все те вопросы, которые вы задаете, их же задавали достаточно серьезные правоведы, и это все порождало очень хорошие, качественные дискуссии. Так вот, что касается, каким образом это будет все происходить. Формально я отвечу так, что формально мы сказали и в предложенных изменениях в Конституцию, и в профильном законопроекте мы говорим о том, что порядок избрания данных депутатов будет определяться законом о местных выборах. Это формально. Теперь в реальности каким образом это может быть? Во-первых, это будет зависеть от того, каким образом, в принципе, местные выборы будут у нас проводиться. То есть мы не стали вычленять избирательную систему и порядок избрания депутатов в Крыму от общего порядка по государству. То есть мы говорим о том, что оно будет встроено в закон о местных выборах. И если, например, на каком-то этапе местные выборы придут к тому, да, к примеру, что все будет у нас, например, по мажоритарке, все депутаты у нас избираются по мажоритарке, то, соответственно, в Крыму просто будет создано 66 округов общих мажоритарных и 34 округа крымско-татарских, условно. Это, например, если мы будем говорить о том, что местные выборы в Украине проводятся по мажоритарной системе. Если местные выборы в Украине будут проводиться по пропорциональной системе, тогда мы будем говорить о том, что в Крыму создастся один многомандатный округ общий и один многомандатный округ крымско-татарский на 34 мандата. К чему я это говорю? К тому, что те положения, те нормы, которые мы закладываем, они достаточно гибкие, будут адекватны тому, каким образом будет развиваться украинское государство в этой сфере в будущем. Это что касается общего. Теперь, что касается того, каким образом это будет происходить в действительности, какие у кого списки. На самом деле, каждый житель Крыма будет определяться с тем, в каком из округов он хотел бы проголосовать. Если он самоидентифицирует себя, данный житель, как крымский татарин, и, соответственно,
данные о нем внесены в реестр крымско-татарского народа, а будет формироваться такой реестр, как неотъемлемая часть государственного реестра избирателей Украины. Так вот, если он самоидентифицируется так, и данные о нем внесены в реестр крымско-татарского народа, тогда он голосует один раз в крымско-татарском округе. Если он в данный реестр не внесен, то он, соответственно, голосует один раз в общем округе. Все. Таким образом, мы обеспечиваем равное голосование. То есть никто не будет голосовать дважды. Не получится так, например, что, к примеру, русский проголосовал лишь один раз в своем округе, а крымский татарин и в своем, и в крымско-татарском. Арсен, а вот если речь пойдет о мажоритарке, я понимаю, что тоже, опять-таки, это все очень абстрактно и о будущем. Понятно, что это еще предмет, скорее всего, горячих дискуссий при принятии закона о местных выборах. Но все же, вот теоретически, как это может выглядеть, если я, предположим, украинский житель крымско-татарского избирательного округа, ну, не округа, а вот, условно говоря, там, где по мажоритарке должен выдвигаться крымско-татарский кандидат, один из нескольких. Вот как в таком случае? Там будет параллельно идти трек крымско-татарских и, скажем так, кандидатов на общих основаниях, или же это каким-то образом можно по-другому решить? Вот сейчас вы правильно сказали, вот если визуализировать в таком случае, тогда, да, на карту Крыма будет наложено две сетки. Согласно одной, он будет разделен на 66 округов, и это общие округа, где голосуют все те, кто не самоидентифицируется как крымские татары. И вторая сетка, которая накладывается, снова-таки, на всю территорию Крыма, это 34 мажоритарных крымско-татарских округа. Соответственно, не получится так, что кто-то находится где-то, как бы географически так, что он не может проголосовать в том округе, в котором бы хотел. То есть параллельно один и тот же населенный пункт, например, да, он будет входить в один из мажоритарных округов на общих основаниях и в один из крымско-татарских мажоритарных округов. Это если мы говорим о мажоритарной системе. Что ж, Арсен, я прошу оставаться на связи. Я буквально через пару минут спрошу вас про Курултай, тот вопрос, который тоже очень хочу задать, но коллеги говорят, что у нас есть два звонка одновременно от наших слушателей. Я предлагаю выслушать их вопросы или мнения, и мы вернемся к нашему разговору. Итак, первый звонок. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь, скажите, откуда вы, и мы рады вас услышать. Вы меня слышите? Да, мы слышим, и будем благодарны, если вы представитесь и скажете, откуда вы. Здравствуйте, я Алексей, из Крыма. Хотел спросить, вот вашему гостю такой вопрос. Вы понимаете, что вас могут бросить после того, когда власть поменяется в Украине? Понимаете, что если вы не читаете, полететь на Марс, вы понимаете, это второй вопрос. Вы понимаете, что это пока... Понимаете, Крым вернется, когда оно вернется, тогда уже что-то изменится вообще другое. Вы просто сейчас Конституцию меняете, а другая власть придет просто и отменит все, что... Вы понимаете, что крымские татары, их тут не так мало. Я прошу прощения, но вот, собственно, чтобы их не было так мало, наверное, эти изменения и принимаются. Благодарю за ваши вопросы. У нас есть еще один звонок. Приветствую вас, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Здравствуйте, меня Владимир зовут. Честно говоря, вот эти попытки Конституция Крыма выглядят смешно, примерно как принять Конституцию, чтобы солнце на западе сходило. Вы сначала отвоюйте Крым, верните его военным путем. А так ваш дьявол просто смешно выглядит, весь мир смеется над ним. Владимир, благодарю вас за ваше мнение. Честно, смеха всего мира не слышно в этой студии. Будем стараться, вдруг все-таки это подтвердится. Не хочу говорить о военном возвращении Крыма. Все же надеюсь, что Крым вернется мирно. Но на связи с нами Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, я на ваш выбор оставлю ответ. У нас время эфира все-таки подходит к концу. Можно поговорить про вопросы слушателя или все-таки пару уточнений по Курултаю?
Я буквально вкратце отреагирую на вопросы. Ну, во-первых, что касается, что если другая власть придет и все отменит, ну, это не постановление Кабмина, которое вот можно просто взять и отменить. Это нужно будет для этого снова-таки собирать народных депутатов, для того, чтобы они проголосовали за отмену такого либо законопроекта, или точнее на тот момент уже закона, либо же такой редакции Конституции. И, как правило, когда мы говорим об обеспечении, закреплении прав и свобод, то процесс вспять, как правило, идет очень-очень сложно. То есть мне трудно представляется, что любая другая власть, даже если она будет там очень, я не знаю, пророссийская и какая угодно, что она отыграет эту ситуацию обратно. Соответственно, для нас важно, чтобы все-таки это произошло. Арсен, и вот вкратце просто, и для меня все-таки важно получить фактаж о этих изменениях, потому что, к сожалению, очень мало информации в публичном доступе. Вот вы говорили о том, что Курултай получит конституционный статус, там будет закреплен определенный функционал. Вы могли бы буквально в 2 словах рассказать, о каком функционале идет речь, какие полномочия он будет иметь? Полномочия Курултая Меджлиса будут заключаться в том, что по вопросам, которые затрагивают права и законные интересы крымско-татарского народа, органы государственной власти в Крыму и органы местного самоуправления в Крыму и органы власти крымской автономии должны будут с ними консультироваться, с Курултаем, с Меджлисом, и по данным вопросам получать их добровольная и поинформованную згоду. Как-то на русском слове. Это можно назвать условным правом вето законодательно закрепленным? Или же все-таки формальной власти такого не будет у Курултая? Ну, смотрите, право вето, оно немного другое, то есть здесь будет какая ситуация. Если, ну, например, какой-то вопрос затрагивает права и законные интересы крымско-татарского народа, и органы власти решат, что, например, им не нужно согласие на это Курултая либо Меджлиса, и просто примут данное решение, то, соответственно, данное решение крымско-татарский народ в лице своих представительских органов сможет оспорить в суде. Но право вето, оно бы просто не позволило чему-то реализоваться. Я понял. Что ж, Арсен, я благодарю за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. К нашей беседе присоединяется украинский политолог Валерий Дымов. Валерий, здравствуйте. Добрый день. У нас осталось буквально 2 минуты разговора. Я хочу вкратце просто напомнить, что Арсен Джумадилов рассказал нам о тех изменениях, которые подготовила рабочая группа. В частности, это закрепление статуса крымско-татарского языка как государственного на территории всего Крыма. Вот эти формальные права Курултая, о которых вы говорили, не право вето, но необходимость консультироваться. И, собственно, на законодательном уровне закрепляется представительство на уровне 33-34% в местных органах власти. Вот по вашему мнению, такие изменения в Конституцию имеют шанс на то, чтобы быть одобренными Конституционной комиссией прежде всего, а потом и парламентом? Думаю, имеет шанс, потому что они уже получены в результате консультаций. Думаю, что крымско-татарский народ практически уже в результате этих консультаций уже влияет на эти решения, и мнение крымско-татарского народа должно быть учтено и закреплено однозначно в тех изменениях, которые, надеюсь, будут приняты в Конституции вместе с теми изменениями, о которых мы говорили там вчера в украинском парламенте, с нашим стратегическим курсом. Если мы идем стратегическим курсом в ЕС и в НАТО, то мы должны, очевидно, руководствоваться теми нормами и правилами и закреплять их в Конституции. Думаю, что и для первого голосования, и для остаточного закріплення в Конституції голоси мають знайтися. А те, що це буде певною мірою, може зараз заручницею передвиборчих перегонів, це також для мене однозначно, але нам своє робити, політики інших в нас немає, ідеальних політиків треба обирати по ідеальних законах, ідеальні закони мають обирати ідеальні політики. Щоб розвивати це коло, ми маємо
тиснути на політиків, аби вони ухвалювали ті закони, які потребують громадяни, в тому числі, якщо це стосується кримськотатарського народу, громадян України, зрозуміло, що вони мають бути ухвалені з урахуванням думки кримськотатарського народу і їх керівних органів. Валерий, я правильно понял вас, что шансы на принятие этих изменений в Конституцию, они скорее могут отсрочиться до послевыборного периода? Да, вы правильно поняли. Думаю, что на самом деле, учитывая, что должно быть 2 сессии, учитывая решение Конституционного суда, що наступна сесія може бути не обов'язково черговою, думаю, що це може стати заручницею такого роду процесів, але все ж таки депутати мають розуміти, куди ми прямуємо, і вони мають відстоювати наші інтереси. Благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, связи с нами был украинский политолог Валерий Дымов. В студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы говорили об изменениях в Конституцию Украины по автономной республике Крым. Услышимся.